определенные те работы, которые были у нас в качестве победителей, ну, чтобы вы могли сделать определенные выводы, какие работы, допустим, у нас есть, какие работы побеждают и так далее. Полное название конкурса – Международный детский конкурс «Школьный патент. Шаг в будущее». Это конкурс федеральный, и организаторами являются Ассоциация центров поддержки технологий и инноваций, а также Центр международного сотрудничества «Фонд Кадуцей». Находятся эти организации в городе Санкт-Петербург, и работают они при поддержке Роспатента в сотрудничестве с очень многими организациями, которые работают как раз в сфере интеллектуальной собственности, начиная от Всемирной организации интеллектуальной собственности и заканчивая бизнес-сообществами и общественными объединениями, которые тоже работают в этой области. Конкурс называется международным. Почему? Потому что не в каждой, на территории Российской Федерации у нас открыты региональные дирекции, вот как у нас, например, в Республике Коми, а также представительства в странах СНГ. То есть это в Кыргызстане, Казахстане и в Республике Беларусь. Поэтому конкурс называется международным. Участниками конкурса могут быть учащиеся от 7 до 18 лет. Здесь очень часто задают вопрос, потому что конкурс у нас школьный патент, а могут ли здесь участвовать учащиеся СУЗов? Да, первые годы мы не принимали заявки от студентов, потом мы приняли решение принимать, потому что в самом положении и у федералов, и у нас прописано о том, что это учащиеся до 18 лет, и нет ограничений по тем учебным заведениям, в которых ребята учатся. Прием заявок в этом году у нас с 1 октября по 31 января. Здесь хочу сказать, что каждый год положение изменяется, принимается новое положение. Зависит это не только от нас, но в основном это решение принимают федеральные организаторы. У нас были и случаи тогда, ситуации, когда конкурс начинался из 1 ноября, и заканчивался 1 марта, это, например, как в прошлом году. В этом году, если посмотреть положение федерального организатора, он начинается и с 10 сентября, насколько я помню, поэтому мы приняли решение задним числом ничего не делать, поэтому мы открыли конкурс с 1 октября, и работы будем принимать по 31 января. В феврале, то есть как прием работ оканчивается, в феврале у нас подведение итогов республиканского этапа. Что сюда входит? То есть с 1 где-то примерно по 15 февраля у нас будет оценка работ, мы приглашаем экспертов в разных областях, то есть это и художники-дизайнеры, например, республиканской типографии или телеканала Юрган, это сотрудники Коми-научного центра, это есть сотрудники у нас антимонопольной службы, ну и так далее. И в этом году 17 февраля у нас состоится очная защита и церемония награждения победителей. На очную защиту ребята приезжают уже предварительно тоже пройдя отбор, и те участники, финалисты, которые участвуют в очной защите, по факту они определяют на очной защите, какое у них будет место. То есть, например, приехали, допустим, 3 финалистов республиканского этапа, и между ними будут распределяться места. То есть все, кто приезжает, они уже фактически являются призерами. Это у нас происходит в первой половине дня, то есть 17 февраля у нас это будет происходить в первой половине дня. После обеда у нас, как правило, церемония награждения. Туда приезжают уже ребята, и те, которые участвуют, те, которые были и в очной защите, и те, кто проходил заочный отбор. Вот заочный отбор – это, как правило, у нас рисунки, то есть это мастер дизайна номинация, сочинение, ну и так далее. Там в положении у нас все прописано, поэтому вот там можете дополнительно посмотреть, какие номинации у нас не подпадают под очную защиту. Ну и 19 февраля я уже должна отправить всю информацию по победителям. И
в апреле, и уже наступает вот такая как бы федеральный этап. Работы экспертами уже федерального этапа проверяются заочно, и определяются победители тоже заочно. И по этим итогам, как правило, в апреле, это 26 апреля, в дни празднования интеллектуальной собственности, проводится церемония награждения федерального этапа. Так. Заявки мы принимаем в электронном виде. На сайте Скрипатент, вот я хотела выйти с вами, показать. Вы в поисковике можете задать «Школьный патент. Шаг в будущее», это я познакомлю с сайтом федералов. Мы проходим, и мы, значит, видим вот такой симпатичный сайт. Видите логотип нашего конкурса. Сейчас он уже такой красивый, одетый в новогоднюю одежду, сапожки и шапочку. Так вот, подать заявку, это вот такая вкладочка, наверху мы ее видим, и мы выходим на страничку, где вы можете подробно почитать о конкурсах, о региональных дирекциях. Давайте мы сейчас по региональным дирекциям пройдемся. То есть здесь вот все региональные дирекции тоже указаны, и представительства в том числе. Так, далее. Подать заявку. И здесь нужно быть внимательными. И бывает такое, что мы принимаем групповые заявки, и там количество участников не должно превышать более 3 человек. Если у вас индивидуальная заявка, то есть ребенок один участвует, да, один автор, то вы, соответственно, выбираете индивидуальную заявку и заполняете вот по предложенному вам интерфейсу. И групповая заявка, если коллективная работа, и может 2 человек быть, может 3 человек быть, и также заполняем. Вот здесь вот что означает выберите региональную дирекцию. Здесь вам необходимо не межрегиональную выбрать, как многие в прошлом году это делали, а Республика Коми. То есть нам так сортировать будет потом легче, и мы сразу видим своих. Ну и заполняйте дальше, дальше, дальше. И здесь еще хотела, значит, отметить, что вместе с заявкой вам необходимо подать бланк, саму заявку, подписанную участниками и родителями, поскольку они несовершеннолетние, да, или представителем, ну и также согласие об обработке персональных данных. Ну, это вот закон, поэтому здесь уже избежать этого невозможно. Еще хочу обратить внимание, что в этом году федералы запрашивают такие сведения, как СНИЛ с ребенком. Для чего это необходимо? Для того, чтобы когда ребенок стал победителем и прошел финал, и победил в финале, питерцы, они подают реестр вот этих победителей в реестр таланта и успех, насколько помню, как называется правильно. Вот. И для того, чтобы как раз в этот реестр детей внести, необходимо внесение вот этого СНИЛСа. Так, возвращаемся обратно к презентации. Так, здесь уже все сказала. Ну, 11 номинаций в нашем конкурсе, они очень разнообразные, и я думаю, что те идеи, которые у ребят возникают, они, в принципе, можно вот под любую номинацию как-то их подвести. Давайте начнем с мастера дизайна. Мастер дизайна в этом году практически полностью сменились подноминации, за исключением одной только номинации, которая называется, вот она каждый год существует, это «Жизнь сказочных вещей в наше время». Обратите внимание здесь, пожалуйста, то, что здесь есть возрастная категория. Это тоже важно соблюдать, поскольку потом работы идут на федеральный уровень, и там могут быть проблемы, если вашу работу не примут. Ну и новая номинация, подноминация – это «Библиотека будущего». Эту номинацию инициировали мы к 185-летию библиотеки. И хочу здесь сказать, что поскольку эта номинация нами инициирована, и она будет работать только в республиканском этапе. То есть победители республиканского этапа в этой номинации дальше в финал в Питер не попадают. Какие требования существуют к номинации «Мастер дизайна»? Рисунки можно представлять в любой технике и любыми материалами. Формат работы обязательно А3.
Необходимо также к этой работе представить краткое описание работы. Не нужно писать, это все-таки не сочинение, поэтому вы можете очень кратенько на одной странице, ну, от 2 страниц, да, поскольку федералы сказали, значит, от 2 страниц, кратенько описать о том, что ребенок, ну, ребенок сам может изложить то, что он придумал. Необходимо будет сфотографировать эту работу и прикрепить ее на сайте. Но помимо этого, для оценки качества исполнения работы, их необходимо направлять по наш адрес по почте. И, пожалуйста, тоже по срокам хотелось бы с вами тоже договориться о том, что это было все-таки сделано до 31 января. То есть работы желательно, чтобы пришли до 31 января. Какие критерии оценки? Естественно, это авторский вклад. То есть ребенок, придумывая свою идею, как он это ее отражает на этом рисунке, то есть это должно быть определенно авторская работа. То есть новизна, то есть какая-то может быть уникальность. Ну и, соответственно, конечно, это соответствие работы теме заявленной номинации. Давайте посмотрим. Так, это вот я сказала о том, что рисунки, модели, макеты и прочие материалы принимаются по Советской, дом 13. Так, вот пример, например. Так, это Терентьев Макар. Первое место у него, это победитель 6-го сезона, то есть прошлого года. И здесь бы я хотела сказать о том, что эксперты удивились именно идее. Потому что вот за 6-летний период это вот была первая такая идея, именно связана с ПВО, да, и связали «Золотого петушка» именно с системой ПВО. И вот видите, на том берегу колорадский жук, то есть это как бы, я так понимаю, что это связано с США и так далее. То есть, ну, вот такая идея. Ну, и исполнение, конечно, тоже прекрасное. И в конце, в пояснительной своей записочке ребенок написал, да, что такие золотые петушки в современном мире позволяют обезопасить мирное население от воздушного вторжения противника. То есть, ну, тут очень интересная идея. Под номинация «Жизнь сказочных вещей в наше время». Дальше, Карманова Софья, тоже первое место. Это, по-моему, был, значит, школьный патент 2020. Да, заняла на первое место. Но вот здесь вот посмотрите, то есть любой техники, да, любыми средствами. То есть, например, вы видите, что, мне кажется, здесь хорошо видно, что сам зонтик, он выполнен с помощью 3D-ручки. То есть здесь идет сопоставление мела, как такого, как скажем, уходящего объекта, да, в 3D-ручку, уже новые, в настоящее наше время. Вот. И сам зонтик, он выполнен вот такой в 3D уже формате, то есть он выпуклый, и поэтому вот тоже этот рисунок был отмечен. То есть тут техника тоже, и сама идея тоже были интересны. Попова Рената, 9 класс. Но здесь именно техника сама рисования, то есть именно пылеслон, который она отразила как машину 22 века. Вот, ну, конечно, исполнение здесь прям браво. И хочу сказать, что Рената участвовала и стала победителем в школьном патенте 2020, а вот когда уже работы были похожие, тоже представлены ребятами в 2021 году, то, соответственно, уже идея, поскольку была не нова, и вот экспертное жюри уже не выделило ребят вот с такими идеями вот в качестве финалистов. Дальше. Дудка Арина нарисовала вот картину. Чем она тоже интересна? Потому что это фотография рисунка. Но почему фотография? Потому что здесь как раз сам рисунок исполнен в виде песка. Поэтому, конечно же, прислать эту работу невозможно, поэтому вот исполнение именно вот в песочном исполнении так он сделано это все. Вот. Также машины и летательные аппараты 22 века. Следующая номинация «Мастер слова». Здесь тоже у нас обновилась, то есть осталась только моя интеллектуальная собственность прошлого года. Соответственно, все остальные, вот, грубо говоря, поменяли наименование.
Так, в сочинениях у нас объем конкурсной работы от 3 до 5 страниц. Ничего сложного нет, то есть абсолютно просто нужно соблюдать шрифты, параметры и так далее. И просто прикрепить при регистрации текстовые файлы работы. Однако соответствие должно быть сочинение теме конкурса. Должна быть грамотность, стиль изложения, креативность, ну, настолько, насколько на возрастную категорию. И хочу сказать здесь о том, что работы проверяются на плагиат. То есть если работа достаточно, ну, более 60%, наверное, такая у нас градация, то такие работы однозначно выбывают из конкурса. Какие сочинения вот ребята предоставляют? Давайте посмотрим. Вот Шестак Кирилл первое место занял, и он оформил свое сочинение в виде разговора с Бенджамином Франклином. Да? То есть мы знаем о том, что дата его рождения является днем детских изобретений. Ну вот и здесь у него разговор, и вот очень интересно, как он заканчивает свое сочинение. Ну что же ты, Кирилл, дерзай, все в твоих руках, и я ему верю. То есть, ну, такой позитивный настрой, и, в общем, очень интересно было читать, и экспертами оценено тоже на первое место. Еще одна работа, отнесли мы ее к вот этой номинации, потому что дети вот за 6 лет, да, работы мы поняли о том, что очень много детей пишут рассказы, пишут свои книги, вот придумывают, так скажем, литературно-художественные произведения. И вот это вот тоже они, конечно, назвали методическим пособием, да, но вот это, в общем-то, книга, где Татьяна придумала своего героя, Федю, да, который выясняет, почему же Республика Коми называется Коми. И вот этот рассказ, там беседы и так далее, то есть само повествование, оно происходит на русском языке с добавлением некоторых слов на коми языке. И эти слова, перевод этих слов, он находится уже в приложении. И есть определенные там загадки и ребусы, связанные с коми-письменностью, с коми-словами и так далее. То есть в данном случае это еще и на развитие таких краеведческих тем. Да? То есть вот это вот такая работа. Почему, может быть, она не совсем подходит под стандартный формат сочинения, но все-таки это интеллектуальная собственность именно Татьяны. Почему? Потому что это литературно-художественное произведение, оно охраняется авторскими правами и является результатом интеллектуальной ее деятельности. Поэтому мы отнесли вот в эту категорию как мастер слова. Далее. Следующая номинация, очень сложная, наверное, номинация для того, чтобы как-то рассказывать и о ней ребятам. И вообще как бы понимание какое-то должно быть, ну, достаточно сложное. В этом номинации у нас 4 подноминации. Робототехника, экологические проекты, новые приспособления для улучшения качества жизни и создания универсальной безбарьерной среды для маломобильных групп населения, очень длинное название, и иные технические изделия и приборы и способы. Здесь хочу сказать, что в основном ребята подают заявки на иные технические изделия, приборы и способы. Несмотря на то, что у нас в городе, в принципе, достаточно секций по робототехнике, но вот как мы общались, как я понимаю, что в основном ребята пока учатся воспроизводить те объекты, которые есть, учатся, как с ними работать, и вот пока на создание какого-то более уникального там или нового продукта немного, наверное, вот еще не дошли, да, по времени. Вот. Значит, что здесь в этой номинации от нас требуется? Это оценка, вот какие критерии оценки? Авторский вклад и новизна, возможность или сообразность использования. Я вот сейчас все вот эти понятия поясню. Значит, здесь определенно нужно подробное словесное описание с приложением изображений, чертежей, фотографий, неважно, то есть такая, как любая наглядная демонстрация того, что ребенок придумал. И обязательно
должны быть, этот объект, то, что он придумал, он должен быть новым и должен решать определенные практические задачи, ну, то есть быть применимым. Но пугаться того, что как определить, новый он или не новый, естественно, для того, чтобы получить патент, например, то есть критерии новизны, и мы там должны точно определить все признаки, в которые входят вот в само вот то, что там конструкцию или приспособление и так далее. А для того, чтобы получить, там это точно определено. Ну, например, здесь в конкурсе, конечно, нет времени на экспертному жюри, достаточно четко провести поиски для того, чтобы определить, что да, этот объект новый или не новый. То есть все равно это определяется, исходя из опыта и каких-то более такого легкого предварительного поиска. Вообще само изобретение, что это такое? Да? Это техническое решение, которое может относиться к продукту или к способу. Поэтому там еще дальше есть или применение этого продукта или способа по определенному назначению. Вот и по поводу новизны, вот хотела вам показать, чтобы вы тоже сразу не пугались. То есть, когда ребенок пишет заявку, ну вот заявку на конкурс в своем описании, он должен все равно понимать о том, что он придумал что-то, а на что он основывается? Есть ли в этом нашем мире что-то похожее на то, что он придумал? Вот у нас Алексей Доронин, он придумал вот такой прибор для чистки зубов. Мы отнесли это изобретение для маломобильных групп населения. Эта щетка, она, ну, в общем, это щетка для чистки зубов, да? И оно как раз придумано для людей с ограниченными возможностями, а также детям и взрослым, которым не хочется много времени и усилий тратить на чистку зубов. В общем-то, эта вот щеточка выполнена в виде подковы, и на ней очень много всяких вот таких щетиночек, которые самостоятельно работают. Алексей стал победителем, призером. Но когда вот после того, как мы начали работать уже дальше над его заявкой для того, чтобы получить патент, вот мы нашли все-таки такой аналог, который был придуман в Америке в 2010 году. Поэтому здесь, к сожалению, невозможно было дальше уже работать по патентованию, и мы договорились о том, что Алексей продолжит работу и, возможно, усовершенствует то, что он дальше придумал. Вот. А теперь давайте все-таки вернемся к словесному описанию, как же оно должно выглядеть. Вот если вы присутствовали, например, на форуме, который у нас 1 декабря состоялся, я об этом уже говорила, но я думаю, что я вам еще более тоже здесь остановлюсь и расскажу. Я этот пример привела не для того, чтобы вы прям точно шли и как бы описывали, потому что это пример он взял уже из готового описания патента. Да? Вот. Примерно к чему нужно стремиться. То есть, когда мы описываем тот объект, который придумали, да, вы сориентируете, пожалуйста, участника, что, пожалуйста, вот по такой структуре можно немножечко написать более подробно. То есть, в какой области-то он придумал. То есть, вот Алексей придумал из области стоматологии. Вот здесь, например, Павел Герлах, он придумал из области, так скажем, сооружений, которые относятся к аварийной эвакуации из зданий. Вкратце расскажу, что из себя представляет вот этот объект. Значит, это лестница. Вот функционально она и технически составлена следующим образом. Это боковые стойки, которые крепятся снаружи окна, и козырек выполняется ну, вот в виде таких ступенек. И когда необходимо эвакуироваться, окно открывается, шпингалеты, которые держат вот эти ступеньки, они отстегиваются, и на шарнирах переворачивается лестница, и получается, что можно спокойно спуститься по лестнице. То есть, поэтому технической задачей было, вот он себе задачу, вернее, проблема была то, что большой поток детей, скопление у дверей не всегда позволяет быстро, например, эвакуироваться. Ну а те дети, которые находятся на 1 этаже, то для них возможно вот именно такое приспособление, которое будет, вот как задачу он себе поставил, что снизить фактическое время эвакуации. И
он добился этого результата, действительно идет сокращение времени. То есть ребята эвакуируются не через коридор допустим, там двери и так далее, а просто открыв окно и спустившись по лестнице. Дальше. Обязательно в описании сориентироваться на аналог. Ну а что вот в этом, вот что сейчас существует из этой же области, и вообще абсолютно ли нового придумал участник? Вот здесь вот в качестве аналога была приведена вот такая лестница. Она, в принципе, тоже, видите, она на шарнирах, она вверх поднимается и тоже фиксируется. Но единственное, она используется для грузового транспорта. А там у нас было немножко другое назначение. То есть вроде бы похоже, но абсолютно технически есть разные конструктивные, ну, так скажем, соединения конструктивных элементов. Далее, когда мы описываем, то есть мы должны понимать, из чего это состоит. То есть это вот мы, значит, и описываем, что это состоит из того, из того, из того. И вот как в этой лестнице, да, написано, что есть боковые стойки, ступени, шарниры, стойки, кронштейны и так далее. То есть вот описание происходит вот таким образом. И последнее, ну а как же это работает? То есть мы видим техническое сооружение, а как оно работает, то есть мы это тоже описываем. То есть, в принципе, то, что я вам сейчас рассказала вот в самом начале, как оно работает, вот это мы излагаем. То есть мы открываем окно, сдвигаем шпингалеты и отпускаем лестницу и выходим наружу, да, из помещения. Вот. Вот примерно, вот это просто для понимания, что вот можно придерживаться такой структуры описания. Если есть какие-то сомнения, то есть вот можно использовать вот этот материал. Далее, научно-исследовательская работа. Здесь у нас 3 подноминации. Естественные науки, технические науки и гуманитарные науки. Здесь, опять же, к требованиям, это объем конкурсной работы от 10 до 20 страниц. Обязательно, конечно, нужно указать автора. И здесь критерием оценки является актуальность темы, новизна результатов исследования, авторский вклад, наличие охраноспособного результата интеллектуальной деятельности и практикоориентированность. Сейчас я поясню. Наличие охраноспособного результата интеллектуальной деятельности. И здесь вот перекликается с требованием, когда нужно указать результат интеллектуальной деятельности, полученного в итоге работы. Насколько я помню, что это вот понятие они сейчас включили федеральные организаторы, потому что связано это с тем, что конкурс у нас все-таки направлен на интеллектуальную собственность, да, на результат, конкретный результат интеллектуальной деятельности, который может быть охраноспособным, то есть можно на него получить патент. А в основном ранее научно-исследовательские работы, которые представлялись, они, естественно, проводили ребята полные исследования, делали выводы, и выводами, в общем-то, это все и заканчивалось. То есть они там научились, не знаю, чему-то определенному или понаблюдали там за животным миром и так далее, или растительным миром, и сделали определенные выводы. А вот самого результата интеллектуальной деятельности не было. Вот хочу показать одну из работ. Это номинация «Гуманитарные науки». Вот Густ Ксения, она провела исследовательскую работу, подтвердила свою гипотезу о значительной роли штандарта для военно-патриотического клуба. И по итогам значит, такой исследовательской работы создала эскиз именно вот этого штандарта. И, в общем-то, они его изготовили и теперь достойно представляют школу на городском мероприятии со своим штандартом. Вот. То есть здесь конкретный результат интеллектуальной деятельности, который выразился вот в этом штандарте. То есть это может быть охраняться, если патентованием, либо, например, как промышленный образец, то есть как дизайн, или, например, как логотип, например, как товарный знак. То есть вот результат интеллектуальной деятельности. Далее. Переходим к следующей номинации, это промышленный дизайн. И здесь, как видите, здесь очень много может быть идей, потому что все, что нас окружает, все предметы, они имеют определенный дизайн. И поэтому здесь есть очень много подноминаций. Это могут быть и одежда, и обувь, и ювелирные украшения, и посуда, и этикетки,
Вот. Раньше у нас произведения декоративно-прикладного искусства и произведения архитектуры, градостроительного и садово-паркового искусства, они были в отдельной номинации, сейчас их включили сюда. То есть, ну, что произведения архитектуры могут относиться, например, памятники, да, вот. Можете сделать разбивку красивого парка, например, макет сделать и так далее. То есть это все сюда относится. Очень популярная подноминация – это настольные игры. Очень много ребят представляют, и различные, так скажем, поля, карточки и так далее. Очень много тем. Это может быть как в изучении иностранных языков, это как изучение своей краеведческой темы и так далее. То есть очень, очень интересные работы. Я вот возвращаюсь к тому, что если есть желание, вы можете посмотреть в группе «Школьный патент», некоторые работы из них представлены. Что здесь можем сказать? Чертежи, макеты, модели, компьютерные изображения, фотографии, рецепты и так далее, и так далее. Да? Вот здесь все может быть представлено вот в этой номинации. Значит, но самое важное, поскольку промышленный дизайн может охраняться патентом, поэтому здесь тоже очень близко организаторы сделали соответствие требований положения конкурса, практически очень близки к тем понятиям, которые должны, к тем условиям, которые соблюдаются при получении патента. Вот в промышленном дизайне, промышленный образец, он должен соответствовать двум условиям: новизна и оригинальность внешнего вида дизайна. Давайте посмотрим, например, патент, который мы совсем недавно получили в этом году. Щукин Артем придумал вот такое зеркало. И вы видите, и вот это описание, которое готовое к описанию патента, вы можете тоже использовать для того, чтобы написать заявку в конкурс. То есть, что это не техническое решение. То есть здесь мы смотрим на объект и его описываем, то, что мы видим. Например, то есть то, что зеркало выполнено в виде криволинейного овала, имеющего раму из дерева. Рама и короб со светодиодной подсветкой повторяют форму и линию зеркала. Вдоль лицевой поверхности рамы расположена декоративная резьба в виде родовых меток. То есть здесь мы описываем, если это одежда, то силуэт, линии, формы, объем, цвет, колоритность и декоративную проработку. То есть если, допустим, мы закроем глаза и прочитаем то, что мы написали, мы, в принципе, в своем воображении должны это увидеть. Да? То есть это то, что касается дизайна, то есть внешний вид изделия. Вот промышленные образцы, вот все, что здесь представлено, это дизайн. То есть если мы придумали новое ювелирное украшение, значит, мы видим, какое оно, в форме чего, как оно исполнено и так далее. И, естественно, поскольку это все-таки должно быть новым, поэтому нужно привести, например, какой-либо аналог. Вот мы вот в патенте, в заявке привели вот такой номер патента, который китайский патент, да, вот, ну, вот есть определенная схожесть, но все-таки у нас более декоративный, отличающийся и уникальный предмет получился. Далее. Еще одна интересная номинация – это интеллектуальные способности и неограниченные возможности. Это предназначенная номинация для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Те, которые обучаются в специализированных школах и в школах-интернатах. И в этом году вот уже внесли такое условие, что необходимо приложить основание для участия, то есть документ, который подтверждает, ну, вот такой статус. То есть это может быть письмо руководителя образовательного учреждения или медицинская справка. Ну а критерии оценки, то здесь все номинации. То есть, например, вот как вот коллектив у нас Выльгинской средней школы номер 2 представил вот такой лэпбук, не знаю, как в стране знаний. Что здесь? Это промышленный дизайн, как раз настольные игры. То есть в данном случае этот лэпбук функционален, позволяет заменять материал, исходя из темы занятия и задумки педагога.
И детям вот нравится открывать, двигать, рисовать и так далее. То есть такая большая вариативность. И когда ребята это делали, они тоже участвовали, вырезали, клеили, рисовали и так далее. То есть вот это конкретно их такая работа. Первое место ребята заняли. Далее. Интервью о профессии. Здесь это номинация, это может быть представлена в виде интервью, видеоинтервью или статьи. Но это интервью должно быть взято либо у изобретателя, либо патентоведа, либо патентного поверенного, те, которые именно работают в сфере интеллектуальной собственности. Формат вы видите на экране. Все это прописано в положении. Здесь бы я единственное, что хотела сказать, что если все-таки не получается подгрузить видео, то вариант такой. Вы можете в вордовском залить это видео, например, на Яндекс.Диск, скопировать оттуда ссылочку и прислать, уже прикрепить в вордовском документе эту ссылочку, мы скачаем, и все будет нормально. То есть мы это увидим. Вот. Поэтому в соответствии теме конкурса грамотность и стиль интервью. Видите, тут даже есть тоже раскрытие профессионального опыта, интервьюируемого через вопросы. То есть нужно раскрыть, да, с человеком поработать, и чтобы это интервью получилось вот именно с точки зрения профессионального опыта, и человек им поделился. Дальше. Важное для обороны страны. Это номинация, инициированная Министерством обороны Российской Федерации. Вот они отдельно выделили свое пожелание, вот, и как раз эта номинация, она принимается, здесь работа, это способы устройства для обеспечения обороноспособности и безопасности. Здесь абсолютно аналогичная ситуация с изобретением. То есть это технические решения, которые, в общем-то, все критерии оценки и описание и требования, они вот подпадают под номинацию изобретения. Поэтому здесь долго останавливаться не буду. Да, хотела здесь сказать, почему пример вот, да, не привела про интервью о профессии и, например, важное для обороны страны. Да, за вот, можно сказать, за 6-летний опыт работы интервью о профессии у нас было, наверное, две работы. Но они не оценены экспертами на, допустим, выход как бы в победители. И важно для обороны страны, насколько я помню, это была, по-моему, вообще одна работа. Тоже вот пока в этих номинациях победителей у нас не было. Еще одна номинация – режиссерский взгляд. Номинация, содержащая 4 подноминации, вы их видите. И до этого года темы были абсолютно различные. В этом году федералы в критерии оценки определили, что смысловая направленность содержания – это пропаганда важности соблюдения, охраны и защиты интеллектуальных прав. То есть в данном случае все, что ребята могут представить, это мультипликация, кино, реклама или музыкальный клип связан именно с охраной интеллектуальной собственности. То есть это могут быть ролики, например, не нарушая чужих авторских прав, не копируя, не занимайся плагиатом, что нельзя продавать контрафакт и так далее. То есть вот именно такие темы какие-то можно вот для раскрытия вот этой номинации. Ну, посмотрим. Обычно эта номинация, она была очень популярная, и немало работ в ней было представлено. Но вот будем смотреть, что вот в этом году у нас будет, поскольку, конечно, это очень тема такая, она интересная, но я думаю, что, может быть, где-то будут сложности какие-то именно с созданием таких вот произведений, да, аудиовизуальных. Далее. Самый креативный – это номинация для тех учащихся, которые подали заявку на регистрацию уже своего интеллектуального права. То есть те, которые либо подали заявку на получение патента, либо получили уже патент. И как раз вот для подтверждения этого они должны представить именно тот скан-файл поданной заявки.
То есть должен быть прикреплен документ. В прошлом году у нас такая команда уже была. Это вот девочки, 3 девочки, которые вместе с кандидатом биологических наук, педагогом дополнительного образования регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства и так далее, да, Лихановой Надежды Владимировны, и руководителем ООО «Биоэкобаланс» Татьяны Николаевны. Вот они как раз и разработали способ культивирования микроводорослей. Вот. Заявочка сейчас она находится на экспертизе по существу. Сейчас девчонки отвечают на запросы экспертизы. Вот это как пример того, что должно находиться в этой номинации. Далее. Еще одна номинация – это «Миллион за идею». Это номинация, которая для тех ребят, которые планируют практически применять и внедрять свой результат интеллектуальной деятельности коммерциализовать, так скажем. Здесь, конечно, могут быть, например, скажу сразу, то есть такая номинация была в прошлом году, называлась она «Проект малоинновационного предприятия». Но, видимо, заявок было, наверное, недостаточно, и организаторы решили поменять немножко и само название, и суть, да, я так думаю, этой номинации. Вот за наш, опять же, опыт, в этой номинации, наверное, было максимум 2 работы. Поэтому вот сложно она для понимания тоже, видимо, ребятам. Но здесь что имеется в виду? Что результатом интеллектуальной деятельности необходимо, да, вот в основе этого коммерциализации должен лежать результат интеллектуальной деятельности. То есть, допустим, даже если ребенок создаст какую-то книгу или, например, вот как Татьяна захочет ее издать и продавать, то в принципе это тоже может быть использоваться вот в этой номинации. Но если, например, Артем, который создал такое зеркало, он тоже может реализовать, просчитать, как он это будет делать, сделать описание проекта или бизнес-плана, вот, и, соответственно, тоже подать заявку в эту номинацию. Далее, что же у нас конкурс дает победителям этого конкурса? Так, это первое, то, что ребята попадают в республиканский реестр одаренных детей, да, в системе вот электронного образования в Республике Коми. Также ребята попадают в реестр талантливой молодежи «Легион умников», поскольку конкурс «Школьный патент» является составляющей проекта «Легиона умников», поэтому у нас общий реестр с конкурсом предпринимательства без границ, и ребята могут как раз адресную поддержку получить специалистов по интеллектуальной собственности и предпринимательству. То есть в данном случае мы оказываем помощь в оформлении заявки на получение патента того объекта, который ребята придумали. Но поскольку федеральный конкурс, он внесен в перечень олимпиад и конкурсов Российской Федерации, и я знаю, что многие вузы, вот по крайней мере у нас СГУ, Лесной институт и, по-моему, Коми Республиканская академия тоже, они свои документы, которые необходимы для абитуриентов, да, для поступающих, они вносят о том, что те перечень олимпиад и конкурсов, которые входят вот именно в российский уровень, им предоставляются дополнительные баллы к ЕГЭ. То есть, когда ребенок поступает, он должен посмотреть эти документы, и если у них, у вуза есть такая категория, кто стал победителем вот из этого перечня олимпиад и конкурсов, то они могут посмотреть, сколько баллов к ним, сколько баллов они могут еще дополнительно заработать и заявить при поступлении. На сегодняшний день у нас 12 полученных патентов. Здесь у нас не хватает, это вы видите, да, и здесь не хватает у нас только этикетка, рисунок для этикетки, по-моему, так у нас назывался патент. Мы его сейчас ожидаем, он должен уже где-то быть на подходе, потому что решение о выдаче патента уже принято, и, соответственно, просто мы, ожидаем эти документы, чтобы вот потом вам тоже показать. Группа ВКонтакте, можем сюда перейти и посмотреть. Так, на этом, коллеги, я закончила. Если есть вопросы, можно мне позадавать, но я вам еще хотела показать следующее. Иван, я в чате не увижу, да? Мне нужно будет выйти из этого окошка, да?
Нет, давай тогда лучше. Да? Чат есть. Чат, да, чат. Так. Вопросов нет, коллеги, да? Все понятно. Теперь у меня сомнения вообще, слышали вы меня? Может быть, со звуком были какие-то проблемы? Коллеги, поставьте плюсики, что вы меня слышали. Все отлично, понятно. Ирина Юрьевна, спасибо за ответ. Так, давайте еще покажу следующее. Если у вас будет желание, я могу вам эти лекции, ну, так скажем, мастер-классы или можно как-то тренинги назвать, не знаю, как хотите называйте, да, могу тоже выслать для того, чтобы вам было удобно в дальнейшем, может быть, тоже использовать в своей работе. Так, сейчас она загрузится, презентация. Я вам покажу 3 презентации, которые я использую на уроках, приходя к ребятам, и каким образом, ну, вот я, например, рассказываю, да. Что мы здесь видим, например? Так, можно я вот это уберу тогда? Закрыть просто, да? Угу. Так вот, ну, например, то есть у нас называется интеллектуальная собственность как результат детского творчества. Что и мы говорим сначала на простом языке, что такая интеллектуальная собственность. То есть то, что создает человек с помощью своих умственных способностей. Но сначала, перед тем, как, конечно, открыть этот слайд, я им задаю вопрос. Вообще сталкивались они с понятием интеллектуальная собственность? Да, Элина Юрьевна, вижу, обязательно вышло. То есть я задаю вопрос, что они понимают, что такое интеллектуальная собственность? И они накидывают варианты, то есть они уже включаются в работу, поэтому там нужно сказать, конечно, что они все молодцы, потому что они, слушайте, они продвинутые нас, и они знают больше, поэтому очень хорошо включаются в эту работу. И потом мы подытоживаем то, что говорим, что это создал человек с помощью своих умственных способностей. Привожу определенные примеры, да, про, например, кубик Рубика. То есть 350 миллионов кубиков было продано по всему миру. Вот. Дальше говорю по вот этой скульптуре, господи, забыла как, Ждун, Маргарит фан Бревер, тоже рассказываю о ней, чтобы они понимали, откуда, и что здесь у нее авторские права есть на этот на Ждуна, и что они куплены российской компанией, и которая, в общем-то, дает разрешение вот именно использовать дизайн вот этого Ждуна в других каких-то там, допустим, в подушках, в кружках, там, на свитерах и так далее. То есть я рассказываю, объясняю. То есть я вам с текстом прям вышлю, то есть вы можете будет тоже почитать и познакомиться, и как бы если вам будет все понятно, вы можете тоже это использовать. Потом, конечно, я перехожу к части именно уже законодательной, потому что, ну, нужно уже тоже ребят приучать, наверное, к таким уже, так скажем, на законодательном языке уже изъясняться и к таким уже серьезным документам, да? Вот. И, например, задаю им вопрос, как вы думаете, можно на какой из вот этих объектов, конструктор, футболка и книга, можно получить патент? Я часто использую вот Menti.com, вы можете туда зайти, тоже почитать об этой программе, она используется для того, чтобы когда у вас много человек сидит, допустим, в зале, ну, там класс все равно 25 человек, и заходя туда, вы можете, они могут проголосовать, то есть кто за какой объект, и вы на экране будете сразу видеть, то есть оно, в принципе, так происходит без имен, да, то есть вы сразу поймете, кто, например, ответил правильно или неправильно. И дальше мы уже идем и говорим, я рассказываю о том, что такое интеллектуальная собственность, и подвожу к тому моменту, что они сами могут уже сделать вывод, на какой все-таки объект выдается патент, на конструктор, футболку, книгу, а может на все 3 объекта, а может только на 2 или только на 1. То есть в данном случае у них как бы они должны уже по итогу дать, закрепить этот материал. Я говорю о том, что такое авторские права, что такое патентные права. Я говорю о том, что такое изобретение. Пожалуйста, продукт или способ, и вот здесь они все это прописано. Я привожу патенты российских школьников, которые разработали свои такие объекты, да, рассказываю о них. То есть, допустим, здесь про ботинок-пылесос, здесь, например, тренажер для рук. И вот здесь вот самое интересное тоже
ну, как бы откликается на аудиторию, как понять, новый способ вы придумали или нет, и вообще, что такое способ. Потому что способ, это может тоже быть изобретением. И это действие над материальным объектом с помощью материальных средств. То есть в данном случае я мне задаю вопрос. Вот вы видите маску. Как вы думаете, из чего она сделана и каким образом она сделана? Вы не поверите, столько вариантов накидывают, что там сама даже не... И делают из камня. То есть берут камень, выдалбливают, берут дерево и вырезают, делают из папье-маше. Потом говорили мне про глину и так далее. Столько способов накидают, что, ну, вот, очень интересно с ними вот в этом плане разговаривать. На самом деле, да, эта маска, она придумана из папье-маше, и вот опять же там в тексте вы увидите, каким образом она сделана. Вот это как раз и подтверждает, что мы делаем эти вот определенные действия, какие-то берем материальные объекты, то есть, например, папье-маше мы берем бумагу, клей, склеиваем и так далее, с помощью материальных средств. То есть мы над чем-то работаем, да, то есть в целом получилась эта маска. То есть вот таким образом, ну, я пыталась донести до них, что такое способ, и что способов, например, изготовления папье-маше с помощью папье-маше, их, ну, более там 1000, по-моему, в патентной базе. Вот. Затем мы говорим о промышленных весах, что это решение внешнего вида изделия. Говорю, рассказываю о том, что вот один мальчишка придумал, разукрасил вагон к 80-летию московского метрополитена. Ну, вот как и за это получил бесплатно год ездить в метро. Ну, вот такие какие-то моменты. И потом плавно подхожу к самому конкурсу, что, как вы считаете, могут ли быть изобретателями дети? И вообще, есть ли у нас в республике такие ребята, которые что-то придумывают, изобретают? Соответственно, далее. И я им предлагаю для закрепления, поскольку мы поговорили, что такое изобретение, полезная модель и промышленный образец, я им предлагаю угадать, что здесь придумано и к какому объекту относится. То есть мы начинаем думать, а что это все-таки техническое решение или внешний вид изделия. В данном случае я вам просто покажу. И вот таким образом, то есть они у меня отгадывают, потом я даю им ответ. Вот. Здесь, например, это у нас конструктор, да, как вы зарегистрировали. Здесь у нас еще одна игрушечка. И вот мы вот таким образом обо всем я рассказываю, даю пояснения. Да. То есть в данном случае, например, вот видите, набор шахмат. И когда я им задаю вопрос, ну, они говорят, а что это? Я говорю, ну, это вот такие шахматы. Как вы думаете, как они зарегистрированы? И, конечно же, шахматы как игра уже давным-давно придумана, и там технически ничего нового не придумаешь. А вот как дизайн, пожалуйста, вполне возможно. И дизайн шахмат существует очень много. Вот. Потом вот здесь вот есть такая замечательная тоже у нас такой объект, это футболка. Вот, к сожалению, вот так вот не пообщаться через камеру, да, но я бы вот тоже, например, бы вам задала вопрос, а что здесь вот придумано и что зарегистрировано? Здесь есть подсказочки, да, вот на оборотной стороне футболочки написано хэштег «Я в очках». То есть здесь у нас мальчик придумал как раз футболку с протиркой для очков. И мы зарегистрировали это как полезную модель, потому что конструктивно она связана. То есть именно у нас полочка, допустим, и перед, и спинка соединяется, да, посредством строчки, и сам язычок этот, он тоже крепится посредством строчки. А может быть, допустим, закреплен на, как это сказать, там, на этой липкой ленте, например, да, и так далее. Вот. И таким образом вот мы с ними говорим. Потом говорю о том, что есть еще авторские права, то есть вот Дина Литовальцева написала целую книгу о взаимоотношениях взрослых и детей. Космо-вкусняшное сотрудничество Поркина Юлия разработала эта книга с рецептами. Ребенок придумал своих героев, сама нарисовала. То есть здесь, если рассматривать, здесь очень много объектов интеллектуальной собственности. Это как литературное произведение, это как графика, да, то есть это как каждый персонаж отдельно что-то представляющее из себя и нарисованное и так далее. То есть здесь очень много объектов, которые вот охраняются законом. Потом привожу мультфильмы и так далее. И уже где-то вкратце рассказываю тоже о рисунках и так далее. Но это вы можете использовать, не использовать. Вот, это на ваше усмотрение. То есть это вот как пример использования. Вторая часть у меня есть продолжение.
Вы можете это использовать в одном, так скажем, в одной в одном тренинге и так далее. Но у меня так получилось, что мы с ребятами не уложились в одно время, и мне пришлось прийти второй раз, и я уже там более подробно еще рассказала. И потом, и мы допустим, чтобы вспомнить о том, что мы говорили на прошлом уроке, мы проверяем то, как они ответили, и уже обсуждаем тот ответ, который, может быть, у них родится по этой лекции уже новый какой-то ответ. Мы говорим о том, что охрана авторские права вот обозначаются вот таким копирайтом. Это правильное написание, то есть сначала копирайт, потом фамилия, имя, отчество и год издания определенно. Мы говорим о том, что такое патент, мы говорим о его составляющих, где он получается обязательно, потому что здесь необходимо знать, что патенты выдаются только одним из учреждений. Это вот так вот, неудобно, из Федеральным институтом промышленной собственности, который находится в Москве, никакой другой орган вам патент выдать не может. Но это, по крайней мере, тоже для общего развития нужно понимать, чтобы вас даже в будущем потом никто не обманул. Вот. Мы говорим о том, что такое открытие, что изобретение, в чем разница. Мы говорим об условиях патентования, это о промышленной применимости. То есть, когда изобретение работает на самом деле, то есть никто еще не доказал, что машина времени, у нее чертежи сколько угодно можно загуглить и найти, но тем не менее никто не доказал, что она работает. Вот, поэтому вот такие примеры. Потом, что такое новизна и как определить, что такое новое. Потому что когда иногда задаешь, они в основном говорят, что можно только загуглить. То есть посмотреть в интернете, в этой строчке загуглить и все. Нет, на самом деле у нас применяются патентные базы, и здесь я их представляю, где можно посмотреть. Можно там поискать, можно с ними открыть эти базы. Они очень откликаются, говорят, давайте посмотрим, какое-нибудь ключевое слово зададим, они там, я не знаю, там велосипед, и мы ищем все на тему велосипеда и так далее. Вот. И еще такое понятие, как изобретательский уровень, тоже об этом говорим. Ну и срок действия изобретения полезной модели промышленного образца, и что происходит после того, когда, допустим, срок исключительного права истекает. Что происходит? Переходит в общественное достояние, то есть потом могут все пользоваться вашим объектом. И в окончании я завершаю роликом Роспатента. Сейчас у меня здесь, наверное, не загрузится. Давайте мы, может быть, перейдем, попробуем так увидеть его в группе. Я вам покажу. Он есть в группе, в видео. И я им всегда завершаю, потому что это как такая точка о том, о чем мы говорили. Да, вот он. О том, о чем мы говорили. Он все завершает трехминутной. Если хочешь показ со звуком, останови показ штаны. Так, ну, я думаю, что, может быть, все понятно. Я уже не буду, коллега, потому что у нас все как раз час. Мы, наверное, на этом завершим. Не будем, все. Да, тогда я отсюда выхожу. Ссылку по чату можете. Я думаю, что в конкурсе, в самом... Так, я сейчас запуталась, где что я показываю. Так, вот здесь, да. То есть вы, собственно говоря, можете туда зайти и увидеть. Ну, он прям такой ролик динамичный и так заканчивается мотивационно. Так что вот, по крайней мере, я всегда его использую. На этом, коллеги, у меня все. Теперь я хотела бы в чат войти, да? Мгм. Так, если вопросы, появились какие-то вопросы, презентации я вам вышлю. Так, вижу Инта и Ухта, отлично. Ну вот на этом все, коллеги. Если будут какие-то вопросы, я, в принципе, всегда на связи. Если не отвечаю, то это значит, что пока занято, но я обязательно перезвоню. Вот, поэтому вот приятно было познакомиться. Очень рада, что вы снова, вернее, очень рада, что вы к нам подключились в этом проекте. И надеюсь, что все получится. Даже не надеюсь, а уверена, что все получится. И давайте искать этих ребят талантливых и, в общем-то, рассказывать о них. Потому что, ну вот,
слушают ребята, об этом очень хорошо, когда мы рассказываем именно о их сверстниках. И хочу сказать о том, что когда к педагогам обращаемся, говорим, что давайте вот, изобретение, давайте получим патент, у них первая реакция бывает такая, знаете, что нет, мы не можем, у нас это не получится. И говорю о том, что вы пригласите, я вам расскажу о том, что у нас уже на сегодняшний день запатентовано. И потом вот, как бы вот эти страхи снимаются. То есть на самом деле можно, вот вы видели футболка, да, то есть, а патент получен, лестница тоже придумана. И все это, я хочу сказать, что это все выросло из школьных проектов. То есть сейчас у нас проектная деятельность, она особо так проводится в школах. И я знаю, что у меня, допустим, ребенок тоже каждый год пишет проекты. И нужно эти проекты, так скажем, найти, посмотреть тех учителей активных и вот постараться вывести их на продукт. И все получится. И футболка была так сделана, и лестница была так сделана, и книги, которые были написаны, это были все школьные проекты. Ничего искать, знаете, как скажем, давать задание ребенку, чтобы он снова что-то придумал новое, не нужно. Нужно взять эти проекты школьные и с ними поработать. И пригласить к участию. Ну все, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Надеюсь, было вам интересно. Ну все, до свидания, коллеги.